Урметті достар, біздің yayınımız devam etti. Elbette енді циркпен біраз таныш олдық, ama келіңіз elbette да çok өз халқымыздың санатына диққат айырайық. Çünkü bugün acayip bir sübet olacak. Ne haftalar bitireceğimiz? Elbette ki sevgili dostlar, bizim Kırım Tatar halkımızın tarihinde birçok ulu insanlar var ve elbette ki onlar hakkında biz bilmeye gerekmiz ve en esası gelecek nesilge de onlar hakkında tarif etmeye tamam böyle vazifesini endi aman birçok yıllar devamında bizim Kırım Tatar Müzeyimiz devam etti ve geçenleri mında meraklı bir sergi açıldı ve bu sergi tamam Kırım Tatar halkının ulu yırcına bağışladı. Kim o ve nasıl şekilde bu sergi geçiyor? Tamam bu hafta biz elbette ki müzeyin kadimi ile şimdi laf edeceğiz. Elbette bizim stüdyamızda Sıdıka Hanım Cemilova. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz Sıdıka Hanım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Действительно, на днях в нашем музее открылась очень интересная выставка. Любая выставка в музее – это, конечно, событие, это определенный настрой, тщательная подготовка. Но когда мы готовились к этой выставке, мы испытывали особое чувство приподнятости и сопереживания, и соприкосновения вот с таким человеком, который стал легендой в нашем искусстве. Февзи Белялов. Человек, который, я думаю, многие наши соотечественники выросли на песнях этого легендарного исполнителя. И выставка рассказывает о очень разных гранях его творчества. Я думаю, что кто уже посетил и кто в ближайшее время придет в наш музей, он увидит человека, который посвятил всю свою жизнь искусству. И человека, который не представлял себя без нашей национальной песни. Sıdıka Hanım, режиссер, нам говорят, что уже готово наше первое видео, в котором мы сегодня уникальные исторические кадры, которые как раз нам расскажут о Февзе Ага Белялове. Я предлагаю сейчас посмотреть первое видео и продолжить нашу беседу. Посмотрим. Aman oslu hanımның da toyu, yavrum da salғырның бойы, aman oslu hanımның da toyu. Kepeden terişten can koyden gelir, özünün arıda soyu. Kepeden terişten can koydan gelir, özünün arıda soyu. Beş duvar, aman ayda ket salғырдан sular. 65-75 duvar, aman ayda ket salғырдан sular. Uzak yerden kız alsan kaday, anama baram деп жылар. Uzak yerden kız alsan kaday, anama baram деп жылар.
Қайдадыр менің атларым, ат ойнатқан заманларым. Қайдадыр менің атларым, ат ойнатқан заманларым. Атларым ай жаным айым, кешті яш вақытларым. Атларым ай жаным айым, кешті яш вақытларым. Uzundur salғырның бойы, аман ұстағанымның да тойы. Uzundur salғырның бойы, аман ұстағанымның да тойы. Атқа минсе ярашыр, өзінің селбиде бойы. Атқа минсе ярашыр, өзінің селбиде бойы. Gerçekten acayip bir Efsanevi yer ve men bilesem bu yerde birçok nesiller oldu. Yaş olsa da, kart olsa da bir şu yerini bile ve gerçekten de biz işte şu yerini dilingen vaktinde aytık. Fevzi ağanın sesinde halkımızın yüreği saklanıldı. Çünkü bu yerini dilinegende tamam Kırım Tatar halkını tasavvur etesiniz. Ну, действительно, это так. И когда в одном из интервью Февзи Белялова спросили, как вы подходите к тому, как вы начинаете изучать песню, и он ответил в этом интервью, что недостаточно выучить песню по нотам, особенно народную. Ее нужно пропустить через сердце, а затем эта песня, переработанная исполнителем, уже отдается опять народу. Вот таким образом он пропускает через песню, поэтому, наверное, в его голосе мы слышим и, если это лирическая песня, то какую-то проникновенность. Если это была патриотическая песня, такие как «Порт-Артур», «Шомпол» и многие другие песни, то мы слышали, и многие его сравнивали с какими-то раскатами грома голос. То есть в зависимости от поставленной задачи его голос очень чутко реагировал на само содержание песни. И в этом, наверное, и феномен исполнения Февзи Белялова. Поэтому очень многие поколения, которые выросли на этом исполнении, они слышат что-то необыкновенное, неповторимое, и многие, кто писал о Февзи Белялове, сравнивали его даже с... Вот в прессе, когда он был в Америке, его сравнили с русским Карузо. То есть, ну, может быть, это даже и кто-то с Фрэнком Синатра, вот в публикациях есть. То есть настолько он многоликий, настолько он многогранный, что многие, кто писал об этом, так, вот отождествляли его пение вот с такими великими певцами. Вы сказали, что на самом деле посетителям можно будет узнать, насколько разносторонний, многогранный был этот человек. Постарались как-то... А что представлено в экспозиции? Да, что представлено? Ну, мне бы хотелось, конечно, пользуясь случаем, поблагодарить супругу Февзи Белялова, это Линияр Якубова, которая сразу откликнулась на нашу просьбу, предоставила очень интересный фактологический материал, это и редкие фотографии. И вот по этому материалу можно, конечно же, отследить те этапы творчества, которые происходили в творческой биографии Февзи Белялова. Мы же знаем его как певца больше, да? А начинал он, у истоков стоял ансамбль Хайтарма, пришел он туда после художественной самодеятельности. И вот интересен тот факт, вот на выставке этот документ есть, что поначалу он окончил сельскохозяйственный техникум и сельскохозяйственный институт. То есть отец видел его вот в такой вот профессии, то есть та, которая, ну, можно так сказать, более хлебная. Но любовь к пению, вот эта вот тяга, наверное, она перевесила
вот все эти дипломы, и он по конкурсу, кстати, прошел в ансамбль Хайтарма и работает уже с 1957 года, сначала как танцор, потому что всегда в Хайтарме не хватало, наш татарский ансамбль песни и танца, поначалу он так назывался, потом ансамбль Хайтарма, не хватало танцоров. Затем Ильяс Бахшис услышал его такой великолепный голос, прекрасный, и он начинает работать как солист-вокалист. То есть вот эти вот этапы, есть очень уникальная фотография, где вот он в момент выполнения очень такого сложного трюка. Это ту фотографию можно увидеть. Вот такие вот этапы становления певца и танцора Февзи Белялова. Потом, что интересно на выставке, посмотреть его редкие фотографии, все, кто помнит его на сцене, помнят его образ, его стиль, это белый костюм, который также присутствует на нашей выставке, в экспозиции выставки. То есть вот ощутить незримое присутствие Февзи Белялова, я думаю, можно по сценическим костюмам, по его каким-то личным вещам, которые вот благодаря его супруге Линияр Ханум сейчас на нашей выставке. До нашей беседы вы сказали, что в рамках выставки планируется еще провести ряд мероприятий. Расскажите об этом. Вот буквально на этой неделе, в четверг, это будет 16 августа, в 2 часа дня мы будем в рамках выставки проводить вечер памяти Февзи Белялова, потому что открытие, конечно, оно сопряжено с официальными гостями, а вечер памяти – это тот формат, где будут приглашены близкие, родные, те, кто работал на одной сцене с Февзи Беляловым. Ведь сегодня Хайтарма, она процветает, работает, и благодаря таким личностям, костяк, который работал в этом коллективе, это Февзи Белялов, Мемет Арсланов, который тоже очень был близок по духу. И поэтому, пользуясь также случаем, хотелось бы пригласить всех желающих на это мероприятие. Я думаю, будет интересно. Вот мы посмотрели с вами фрагмент из фильма, который называется «Танцует ансамбль Хайтарма». Он вышел на экраны в 1976 году, и мы увидели фрагмент вот с этой вот замечательной песней народной «Салгырбою». Также мы на этом вечере покажем фрагменты из этого фильма. Будут гости, которые непосредственно принимали участие в этом фильме, солисты ансамбля Хайтарма. Это танцоры Рустем Велиляев, Якуб Чувадар, ну, естественно, супруга Линияр Ханум будет присутствовать. Я думаю, что ансамбль Хайтарма тоже почтит память, приедет, хотя это не просто в сегодняшних нынешних условиях с Евпатории приезжать, но я думаю, что они изыщут такую возможность, приедут к нам на наш вечер памяти и вспомнят нашего певца-легенду, потому что это действительно человек, который достоин вот такого вот уважения и очень многих мероприятий, в каких бы они ни были форматах, но чтобы мы всегда вспоминали. Вот. Так все-таки еще раз для наших зрителей расскажите, пожалуйста, до какого числа продолжится эта выставка? Выставка, мы планировали вообще ее до 10 сентября, но я думаю, чуть-чуть мы ее продлим, потом мы будем это, конечно, оповещать наших гостей, посетителей, так как уже чувствуется такой всплеск, интерес, к нам приходит и старшее поколение, кто помнит выступление Февзи Белялова, кто посещал. Ведь в депортации это был вот та связующая ниточка с Родиной, когда со сцены можно было духовно насытиться, услышать вот этот великолепный голос, в которых люди слышали и раскаты грома, и вот Мемет Арсланов, который работал вместе с Февзи Беляловым, он в статье написал, в чем же феномен Февзи Белялова, и как-то там так очень образно описал, что феномен, наверное, в том, что певец постоянно совершенствуется, и зрители, которые приходят на его концерты, слышат и журчание ручейка, и незабываемый, не стирающий из памяти брызги, плески черноморской волны.
И вот этот интерес, конечно, побуждает нас немножечко продлить выставку, чтобы как можно больше гостей, наших соотечественников посетило эту прекрасную экспозицию, посмотрела выставку, может быть, чем-то поделилась с нами еще, чтобы мы дополнили как-то интересно, потому что одно дело, когда готовит музей, мы опираемся на свой материал, который уже собран в музее, на ближайших родственников, а ведь и у наших соотечественников тоже очень много материала, потому что вот я приведу пример, на выставку пришел такой вот пожилой Харбаба, и он принес такой небольшой альбом, и показал, то есть люди приходили на концерты, и они фотографировали, и потом вот собирали для себя, и вот он тоже подарил в наш музей, это тоже очень интересно посмотреть и соприкоснуться, и какие-то новые грани открыть вот того времени. Молодое поколение, вы сказали, приходит и стар, и млад. Молодые приходят, и какими знаниями обладают они на момент, скажем так, когда вы знакомитесь с выставкой? А молодое поколение, вот отрадно констатировать, им тоже очень интересно соприкоснуться, услышать, потому что молодое поколение, оно тоже взрастилось на воспоминаниях бабушек, дедушек. То поколение, которое выросло еще и на пластинках, вот с грамзаписи, конечно же, они по этим воспоминаниям могут ощутить вот эту вот связь. А более молодое поколение, ну вот приятно, что им тоже очень интересно. Даже кто не знает, они с удовольствием слушают, говорят, если мы ставим голос, то говорят, да, очень красивый голос, очень проникновенный. То есть с удовольствием слушают. Çok sağ olun Садаха Ханум, за то, что пришли к нам. И я думаю, как вы сказали, с удовольствием слушают, так и наши телезрители с удовольствием посетят эту выставку и обязательно познакомятся с этими уникальными материалами. Ну, думаю, да, что все, кто придут, я хотела бы в заключение сказать, что нам бы очень хотелось, чтобы вот в изучении, в исследовании творчества Февзи Беляова для нас были таким вот завещанием, заветом строки самого Февзи Белялова, который говорил, что не ограничивайтесь поверхностным изучением народной музыки, а постарайтесь проникнуть в ее сущность, что в принципе он сам всегда делал в своем исполнении, в своем творчестве. Çok sağ olun. Sağ olun. Келіңіз. Урметлі достар, біздің яйынымыз есе девам етене, петека қысымға дихат айырамыз, не олажағыны келіңіз бір әбелікте огренейік.